Здравствуйте, уважаемые зрители нашего подкаста. Это уже 20-й юбилейный эпизод нашего всеми любимого школьного подкаста. И сегодня у нас в гостях учитель физкультуры Людмила Иосифовна Степкина. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Спасибо, что пришли. Я уверен, что вы же просто легенда школы. Вот вы из той старой гвардии школы, которая прям выпустила, мне кажется, сотни учеников. Ну, может быть, в этой школе не так много, поскольку я в эту школу пришла работать в 2008 году. Вот, но вообще у меня педагогический стаж 51 год. 51 год, Да. Вот это да, то есть прям сразу с университета? Да, и я практически не меняла место работы. У меня было два места работы. Это Таллинская 30-я средняя школа, которая находилась в Нымме. И потом в 2008 году, когда вот ту школу закрыли, я пришла работать сюда. И у меня вот такой, да, стаж большой. Педагогический, страшно сказать. Теперь все будут знать, какой древний человек работает в этой школе. Я считаю, что это показатель высокого опыта. Ну, естественно, опыта предостаточно. Вот. Пытаюсь делиться со своими коллегами молодыми. Отлично. Думаю, что это успешно. Да? Ну, хотя от молодежи тоже есть чему поучиться и очень много. И я это с удовольствием делаю, потому что сейчас ведь очень много поменялось, и всякие новые интересные системы, упражнения и инвентарь. То есть это все новое, и к этому, конечно, надо тоже приспосабливаться. И как бы это очень интересно на самом деле. Да, вот. Тогда вот как раз это обсудим, но вначале я хотел бы взять немножко такой монолог сделать. Как вы знаете, я вот посмотрел статистику нашего прошлого выпуска, очень огромная часть наших зрителей в процентах посмотрела тот момент, когда мы обсуждали про то, какие изменения ждут нашу школу. Давайте напомним то, что это у нас начинаются уроки с 9:00, скорее всего, будет период, значит, сами уроки по 75 минут, перемена тоже будет очень длинная. И на самом-то деле хотелось бы высказать свою личную точку зрения по этому всему. Во-первых, скажем четко, я не согласен, да, твердо и четко, я с этим всем не согласен. Я считаю, что это очень быстрая, поспешная реформа, которая сделана в очень быстром темпе и не соответствует интересам педколлектива и не соответствует интересам наших дорогих школьников. Почему? Но смотрите, это получается, что мы с понедельника по пятницу должны приходить в 8:15, хотя уроки начинаются в 9:00. То есть это мы должны 5 академических часов дополнительно отрабатывать. При этом всем классные руководители должны проводить каждый день классный час по 15 минут. То есть это еще дополнительная нагрузка. То есть вместо 45 минут мы делаем уже 75 минут в неделю. Плюс это какое-то просто размазывание каши по тарелке, где на каждом классном часу нужно опять же выдумывать какую-то работу. Я вот считаю, что большая проблема нашей школы сегодня – это то, что мы занимаемся придумыванием работы. Мы занимаемся какой-то фейковой продуктивностью, где мерилом работы считают усталость, как пел Наутилиус Помпилиус. И я считаю, что вот в июне мы придумываем себе работу, на каникулах мы придумываем себе работу, и сейчас мы дополнительно должны себе придумать там 7 академических часов дополнительной работы, уходить потом еще позже, а приходить в то же самое время. Я считаю, что это максимально несправедливо. И, конечно же, я понимаю, почему это делается. Конечно же, делать расписание из 5 уроков для всей школы гораздо проще, чем расписание из 8 уроков. Но, опять же, я считаю, то, что мы будем просто, каждый учитель-предметник будет жертвовать своим уроком, чтобы 5 минут провести спортивную минутку. Вот. И плюс там еще отнимается время, не 90 минут же, 15 минут, на 15 минут урок меньше. Я подписываюсь под каждым твоим словом. Буквально. Я понимаю, то, что это то, что разделяет весь наш школьный коллектив, но это нужно просто твердо и четко высказать, то, что мы в школе занимаемся придумыванием и иллюзией работы. Это работа, которая, по сути, не будет ничем наполнена. И переход от 45 минут от плана урока до 75 минут, это, опять же, вы представьте себе, что каждый учитель-предметник должен все свои школьные планы уроков переделать под формат 75 минут. То есть это огромное количество, опять же, работы, человека-часов, которые будут потрачены. И, конечно же, нам скажут, ну вот делайте это вот в эти 45 минут вместо первого урока. Но такое ощущение, что
вся вот эта вот информация, все вот эти вот ежемесячные опросники, которые мы заполняем, о том, то, что как вы себя чувствуете, какой шанс выгорания. И давайте посмотрим нашу с вами Арангу Кава до 27 года, что у нас в школе по вот этим опросникам процент выгорания выше по стране, чем в других школах среди школьного коллектива. Неужели нам нужно еще больше уроков добавить, чтобы у нас не оставалось времени для саморефлексии и понимания того, что мы устали. Не зря говорят то, что учитель работает на полторы ставки, потому что на 2 ставки есть некогда, а на 1 ставку нечего. И, конечно же, я думаю, что всему этому мы стали, таким сказать, жертвой огромного психологического эксперимента, где нам сначала дали невыгодные условия по типу 60 минут перемена, приходим ко второму, уроки 90 минут, а потом ухудшили эту ситуацию еще сильнее, сказав, что нет, уроки это с 9, но мы приходим в 8:15. То есть нам сдали второе предложение, которое еще хуже, чем первое, чтобы прошлое оказалось, уже вроде бы как-то компромиссное, вроде бы решение. То есть это такая иллюзия выбора, иллюзия прогресса, хотя на самом-то деле это является регрессом. И вот подводя вот этот монолог, хотелось бы у вас спросить. Вы, по сути, первый учитель физкультуры в нашей школе, Нет. который пришел к нам на подкаст. Да. Я думала... И мы буквально с Артемом Моториным, учеником 11 класса, обсуждали, нужны ли зачеты, не зачеты по физкультуре или оставить бальное оценивание. Вот интересно услышать мнение того человека, кого это напрямую затронет. Я согласна с тем, что зачеты должны быть, потому что у нас все-таки еще сознательность не на таком уровне, что все придут на ура, будут заниматься физкультурой, не будут пропускать уроки. Все-таки это немножко подстегивает. Иначе есть проблема, не буду утаивать, есть проблема. Особенно гимназия, очень многие пропускают уроки, и только вот эта система оценивания, она как-то подстегивает. Еще как-то можно... не заставить, но чтобы ребенок понял, что взрослый ребенок, что все-таки на урок, что у нас общеобразовательная школа, что мы все предметы проходим одинаково, хотя каждый учитель считает, что мой предмет самый главный. Я абсолютно убеждена в том, что физкультура – это самый главный предмет. Я не буду читать лекцию о том, зачем она нужна, какая польза. Но я всегда говорю девчонкам, вы хотите быть здоровыми, вы хотите быть красивыми, стройными, тогда вы в школе закладываете себе тот фундамент, а потом уже по жизни вы пойдете с тем, что вы в школе получили. Если ты запускаешь в школе, потом будет очень тяжело уже себя привести в норму. Поэтому я абсолютно убеждена, что все-таки не только одним пряником, кнутом тоже надо действовать. И поэтому я за то, что должна быть зачетная система. Я была категорически против, когда гимназия перешла на 75 минут, потому что у гимназии отнимается 2/3 уроков физкультуры. 2/3, не половину даже. Потому что если раньше занимались по 90 минут в неделю и весь учебный год, то теперь получается 75 минут в неделю и только 6 месяцев идут занятия. Поэтому это мизер. Причем ребята приходят на эти уроки, мы не успеваем за 75 минут ничего сделать. У меня глубокое разочарование, но коли мы поставлены в такие условия, значит мы работаем, ничего не поделаешь. И если еще есть ученики, которые пропускают занятия, я считаю, это катастрофа. Но это выбор, это их личный выбор. Я тут ничего не поделаю, и мы, учителя, ничего с этим сделать не можем. Так что у меня такое отношение. Спросим у вас, как вы решили стать учителем? Я просматривала подкасты многие, и многие говорили, что совершенно случайно. Я
однозначно стала не случайно учителем, и не случайно, наверное, эти 50 с лишним лет проработала. Представьте ситуацию, я сижу на выпускном вечере в школе, я обожала свою школу, и я училась в той же самой тридцатке, в которой я потом 33 года отработала. Вот. И я ее обожала, и очень любила учителей. У нас была очень хорошая атмосфера в школе, и сижу на выпускном и думаю, мне так грустно прощаться, я хочу сюда вернуться. И когда любимая учительница говорила свою речь, закончив ее словами «и только вперед, и ни шагу назад», вот, я подумала, почему нет? Ну, и я поступила в тогда Ленинградский педагогический институт имени Герцена. Я отучилась в Ленинграде. Очень интересные 4 года. Они были незабываемые на самом деле. У нас были очень интересные занятия. Мы получили такое шикарное образование там в Ленинграде. У нас были такие преподаватели мощные там, которые учебники сами писали. Я до сих пор помню эти лекции. У меня до сих пор сохранились конспекты, которыми я могу пользоваться. Они актуальны и сейчас. Вот, потому что у нас же спортивное перемешивалось с общеобразовательными предметами. У нас там была лекция, потом мы шли играть в волейбол. У нас была лекция, мы шли плавать. Мы все виды спортивные прошли. И теннис, и хоккей, и даже беговые коньки у нас были. То есть вот это все вот осталось в мозгу. И мы до сих пор общаемся с однокурсниками. И вот в 24 году я ездила в Питер на 50-летие своего окончания института. То есть это, я считаю, очень мощно и здорово. Вот. Как-то очень это все запомнилось. Учеба была потрясающая на самом деле. Это так интересно, на самом-то деле, потому что вот у меня бабушка, она смотрит все мои выпуски, поэтому я передам ей привет. У меня бабушка сама училась тоже в университете, и она так рассказывает, постоянно тоже встречается со своими выпускниками университета. Потом еще, значит, Сири рассказывал про то, как университет – это счастливая часть ее жизни. И это, на самом деле, так интересно, потому что вот я сейчас тоже учусь в магистратуре, и так как я не живу в общежитии, и поэтому для меня университет – это вообще, ничего такого. Я вообще не могу к этому как-то, я завидую, вот прям я белой завистью завидую вот про эти студенческие годы, потому что у меня вот этих студенческих годов вообще, нету сейчас. Я весь в работе, я в университете, я вот туда-сюда езжу между этими 2 местами и домом. Ну, я хочу сказать, да, что и проживание в общежитии, и сама атмосфера, сколько там театров. Мы успевали все. Мы успевали ходить на лекции, мы успевали ходить на дискотеки, мы успевали ходить в театры, мы успевали подрабатывать. Я помню, окна мыла, потому что слетела со стипендии, родителям боялась сказать об этом, пошла работать. А тренировки изнурительные. Все-таки спортивный факультет, это были постоянные тренировки. Очень тяжело было, но было безумно интересно. У нас были сборы летние, зимние. Мы уезжали за город, жили в лагерях. То есть, шикарно. У нас поход был 2-недельный. Мы по Ладоге плыли на лодках. Боже, в грозу попали. Это незабываемые ощущения. Так что здорово, да, это было очень здорово. И правда. И тяжело было ведь и материально. Господи, сколько там родители присылали тех денег. И сколько там оставалось. Вот. Поэтому есть что вспомнить на самом деле. Можно вот тогда мы чуть-чуть вспомним, наверное, хотя бы 2 запоминающих момента из вашей студенческой жизни. Хотите, расскажу, как я сдавала экзамен по анатомии? Давайте. Очень запомнился. У нас был такой профессор, очень знаменитый, Гильбо, его фамилия до сих пор помню. Вот. И он всегда сидел на своих лекциях, на этих экзаменах, засыпал вот так вот, голову подопрет и засыпает, пока студенты там что-то отвечают. Тогда же экзамены были. А анатомия – это все препараты. То есть мы доставали там все человеческие органы, они были в формалине, а формалин жутко, запах у него такой. Ну и, значит, мне попались легкие. Не помню, что я знала,
или не знала ответ на этот билет. Значит, надо было самому пойти из ванной, достать вот это вот, на поднос положить. Не было перчаток никаких. Пятерней берешь на этот поднос, эти легкие положила, поставила перед профессором, села перед ним. И у меня начинают разъедать глаза от формалина. И я начинаю плакать. И тут он проснулся. Что с вами случилось? Девушка, что с вами такое? А я хлюпаю носом, плачу. Он, нет, вы не плачете, вас 4 устроит? Я вышла, сама не поверила глазам своим. Вот такое тоже случалось. Вот. То есть, таких моментов было много. Ну и вот поход. Не могу сказать, что лекции очень интересные были, а все спортивные занятия были очень интересные. С удовольствием играла в хоккей, помню, в футбол мы играли. До сих пор помню, как можно старт брать на беговых коньках, четко помню. То есть вот все отложилось в памяти. Там было здорово. Вот. Завидуйте. Я завидую вообще. Ну. А вот смотрите, а вы, получается, всегда любили спорт, вот прям и в школе вы постоянно посещали все уроки физкультуры? Почему я поступила именно на факультет физического воспитания? Вот когда я сидела на этом выпускном своем и стала перебирать в голове. Не могу сказать, что я блистала там в учебе, там была. Не все предметы были на 5 там и так далее. Но я была спортсменка. Я занималась таким видом спорта, как спортивная гимнастика. Знаете, что это такое? Да, конечно. Ну-ка. Это на брусьях, это крутиться, Молодец. вот это вот все, это через козла прыгать. Да, совершенно. А ты знал? Да. Молодец, Лёша. Вот, короче, это снарядовая гимнастика. Это очень тяжелый вид спорта. Руки были в кровавых мозолях. Здесь всегда были синяки, потому что об брусья бьешься и так далее. Вот. Я занималась спортивной гимнастикой. И я решила, что я, наверное, поступлю на факультет физвоспитания. И поэтому я и пошла на физвоспитание. Но я обожала уроки физкультуры. И поэтому я сейчас не понимаю, почему те дети, которые занимаются спортом, приносят какие-то справки от тренеров с просьбой освободить от урока физкультуры. Я не понимаю, какой вред это наносит. Я занималась прекрасно гимнастикой. Я с удовольствием играла в волейбол, баскетбол и прочие виды спорта. Легкую атлетику обожала. Почему сейчас дети отпрашиваются с физкультуры? Для меня это непонятно. Да, нагрузки большие. Я тоже тренировалась по 5-6 раз в неделю, по 3 часа изнурительные нагрузки. Ни одного урока физкультуры не пропустила. Поэтому мне это непонятно, грустно. Но если родители так хотят, опять же, это их выбор. Поэтому тут мы не спорим. Вот. Но, тем не менее, хочется, чтобы более разносторонне развивались тоже. А вот смотрите, человек, который увлекается спортом, всяко любит наблюдать за Олимпийскими играми. Вот скажите, пожалуйста, вам больше нравятся летние или зимние Олимпийские игры? Почему и какой вид спорта? Мне нравятся все Олимпийские игры. Я сейчас с удовольствием болею за эстонских спортсменов. Что касается зимних Олимпийских игр, я обожаю биатлон, я обожаю лыжные гонки и, конечно, фигурное катание. Летние Олимпийские игры, естественно, это мой любимый вид спорта, это спортивная гимнастика. Дальше я очень люблю легкую атлетику, обожаю волейбол. Вот 3 вида спорта, которые у меня в приоритете. И вот смотрите, вот вы упомянули то, что за эстонских болельщиков, да, вот у меня, я смотрел тоже, я люблю Олимпиаду, я с детства, у меня с бабушкой и дедушкой смотрел Олимпиаду, и я просто влюбился в фигурное катание. Вот да. Я все время, мне было как-то скучно. Да. Вот, было, в Пхеньяне, нет, Пхеньян это Корея северная, а в Пекине были в 22 году, и как-то вообще, я не понимаю, фигурное катание, а в этом году я прям смотрел каждое. И вот выступление Ниты Петрыкиной, когда я думал, может быть, есть шанс, вот сейчас есть шанс, что она выиграет. Неплохое это было шикарно. Это гордость берет за то, что можно увидеть своих, так сказать, соотечественников. Да. А Селевко, конечно, умница большая.
Вот. И у нас большая, хорошая возможность на Тондера Баяхаль приезжают все-таки такие тоже известные фигуристы, поэтому это... Ну и хоккей ведь зимой тоже это... Да. Ну, это тоже классно. И поэтому, когда я у детей часто спрашиваю, смотрите Олимпийские игры, очень многие вообще не интересуются. И когда, например, сейчас столкнулись с тем, что, например, у нас на плавание многие не плавают, мы стали им давать письменные работы. И задаешь вопрос, ну, там давали им вопросы и ответы А, Б, С, варианты. Про Олимпийские игры вообще ничего не знают. Они не знают, сколько колец олимпийских вообще. То есть вот, ну, грустно становится. Алёша, сколько олимпийских колец? 5? И что же они символизируют? Вот это не помню. Вот так. Вот это... Ты какой у нас? 10 класс, да. Вот так вот. Поэтому, ну, что делать? Вот хочу очень спросить. Вот сейчас вот в интернете, вот в ТикТоке, в Инстаграм, Рилсах и Шортсах очень сильно вирусится, значит, прыгун в высоту, Дюплантис, Не швед. Ну. Его феномен в том, что последние 15 мировых рекордов с шестом в высоту... это с шестом Да. прыгун, да? Да, принадлежат ему. То есть там он каждый там 3 месяца, полгода бьет свой рекорд на 1 сантиметр, забирает $100 тысяч. И он, можно сказать, заруинил этот вид спорта для всех будущих олимпийских чемпионов, потому что никто не может с ним сравняться. То есть он уже сейчас прыгает на 15-20 сантиметров выше всех предыдущих рекордов. И неизвестно, сколько он на тренировках ставит сейчас. А ты знаешь, был такой прыгун в длину, по-моему, Боб Бимон, которого не могли тоже, по-моему, лет 17 переплюнуть. По-моему, уже боюсь ошибиться, какой у него был результат. Тоже он так долго держал вот свой рекорд, пока его кто-то там не... Ну, бывают такие феномены. Ну вот, да, конечно же, там 1 на миллион, 1 на миллиард даже такое бывает. Но вот чисто, если говорить о сухих цифрах, то по статистике с каждым годом, с каждой новой олимпийской играми у нас все меньше и меньше олимпийских и мировых рекордов ставится. То есть тот же самый, например, Усейн Болт и его 100-метровка. Вряд ли кто-то вообще выбежит из этого всего. Хотя сейчас на самом деле начинают, значит, спортивные ученые смотреть с другой стороны. А вот предыдущие, кто бегали 100 лет назад на плохой, значит, поверхности, в плохой обуви, и ставили близкие рекорды к этому, вот как бы они бегали бы сейчас, если бы дать им современные технологии. Вот это вот если бы, а действительно мы лучше или технологии вот сделали действительно лучше. Сейчас же ведь такой прогресс, и обувь, и инвентарь, и все по-другому. Даже если взять вот эту мою любимую спортивную гимнастику, если сравнить те снаряды, которые были, когда я занималась, и что сейчас, и какие условия. Вот. Нет, ну, конечно, прогресс большой в плане элементов, какие стали выполнять, очень сложные и так далее. Вот. Но, тем не менее, условия-то лучше гораздо. Все. Ну, Бог его знает. Пусть ученые это дело обсудят и поймут. На одном из межшкольных педагогических мероприятий вот можно было о вас узнать такой факт, что вы, получается, выросли в смешанной языковой среде. Да. Вот расскажите, пожалуйста, то есть у вас один из родителей был носителем эстонского языка? Да, у меня мама эстонка коренная. Ага, а отец, получается? Отец, скажем так, русский еврей. Ну, он еврей, да. Но мама жила в Эстонии, а отец приехал в Эстонию. И как бы, да, и у нас семья была, у нас язык был дома и эстонский, и русский. Вот. Я с детства выучила эстонский, я жила в Ныме, я нымецкая девчонка. Я в Ныме родилась, в Ныме выросла и в Ныме работала 33 года. То есть, вот. И да, и я с эстонскими детьми выросла в своем Рахуме. Я пошла в 1 класс, я плохо говорила по-русски, но так как папа был более образованный, мама менее, то я пошла в русскую школу. Ничуть не жалею, потому что школа была шикарная, еще раз повторяю. Вот, и да, и я как бы с детства знаю эстонский. А у вас это было так, что один родитель, один язык, или вот так вот комбинировали? Ну, папа так и
Царство Небесное до своей смерти эстонский не выучился. На сколько курсов ходил, пытался что-то, у него не получилось. Но мама свободно владеющая и говорящая, и мы дома говорили по-эстонски. И поскольку район был эстонский тоже, там и соседи, и все это как бы присутствовало. Вот. Потому что это очень интересно, потому что вот у меня в семье наоборот, прабабушка, она, получается, была тоже эстонка, но она была русифицирована в отношениях с дедушкой. Вот. И все-таки там мы разговаривали с ней только на русском языке. Вот. И очень было бы интересно посмотреть, вот так вот, если бы она дожила бы, вот по-эстонски с ней поговорить. И вот мы сейчас снимаем 10 лет, получается, как она умерла. И я на самом-то деле вот очень рад, что мы записываем подкаст, и все говорят, зачем на эстонском, зачем на эстонском? Угу. Ребята, ну, во-первых, это практика языка. Нет, обязательно. Это нам всем нужно. Это вам как бы, это бесплатно, у вас никто ничего не отбирает, в удобной атмосфере. Просто на слух послушать каких-то учителей. И вот опять же, вот присоединюсь к вам, вот это вот какая-то выборочная мотивация, что вот на тренировки я хожу, там я занимаюсь, в школе не хочу с одноклассниками. Значит, на английский меня родители отдали, немецкий, французский я учу, эстонский мы не учим. Вот эта вот выборочность, да, она меня очень сильно отталкивает, потому что я такой человек любопытный, и мне, в принципе, интересно все понемногу везде изучить, хотя бы, чтобы быть разносторонним, эрудированным человеком. И я вот все время учеников тоже это мотивирую, что вот здесь узнаете чуть-чуть, здесь узнаете чуть-чуть, то, что все предметы нужны на самом-то деле. Вот я тоже говорю, вы учитесь в общеобразовательной школе. Сейчас вам дают возможность, познай все. Зачем ты говоришь, это мне не нужно, это мне... А кто знает, что тебе в жизни еще пригодится? И потом вспомнишь не раз. Реально, как ты можешь найти свою вещь, если ты ничего не пробуешь и говоришь, ну, у меня нет хобби, у меня нет интересов. Да. У меня, например, были такие случаи. У меня, например, помню, девочка была, которая ненавидела уроки аэробики. Я не могла силой ее загнать. Она закончила школу и стала ходить ко мне на тренировки. Я еще тренером по аэробике работала. И ходила ко мне на тренировки с удовольствием и по жизни теперь ходит. Потом полюбила. Потому что совершенно неизвестно, что тебя в жизни ждет. Можно на 180 градусов развернуться полностью. Поэтому... Я думаю, то, что нас также смотрят выпускники нашей школы и более взрослые люди, которые могут вспомнить себя прогуливающими уроки физкультуры только для того, чтобы потом вырасти и купить уже платный абонемент в спортивный зал. Об этом я тоже говорю, сейчас вам бесплатная возможность дается. С вами другой раз, я говорю, приходят исправлять оценки, я говорю, с вами личный тренер сейчас работает. Квалифицированный, с высоким стажем. Бесплатно работает, а потом пойдете абонемент покупать, поэтому такое случается. Под каким углом посмотреть на вещи? Хорошо. Получается, что вы в нашей школе с 2008 года, но вы так прибеднили, сказали, что у вас не так много выпущенных студентов в нашей школе, но все равно ведь, получается, сколько? 18 лет, это ведь огромное количество людей. Да. Вот мне интересно спросить про каких-то рекордсменов школы. Вот ведется ли какие-то школьные рекорды в скорость, в длину, высоту? Ты знаешь, к сожалению, нет. И я всю жизнь сравниваю ту школу и эту. Естественно, та школа – это моя любовь, я в ней училась, и я проработала. И когда я там работала, у нас это было. Рекордсмены школы, у нас таблица была, все это было. Мне кажется, когда в 2008 я пришла, уже как-то немножко это отошло. Может быть, в других школах ведется, но, к сожалению, у нас не ведется. Такой таблицы нету. Но когда мы к юбилеям школы готовились, мы собирали материалы. У нас есть там какие-то известные спортсмены, которые достигли больших результатов. Вот. Но я не могу сейчас конкретно сказать, кто и что. Надо заглянуть. Я знаю, что у нас пловцы неплохие были, у нас легкоатлеты были хорошие, у нас шахматисты были хорошие. Вот не с тобой учился, господи, как же фамилия, забыла, молодой человек. Он очень сильный шахматист был. Нет, после тебя, по-моему. Склероз уже забыла фамилию. То есть были, конечно, спортсменов много хороших. Какой-то боксер у нас был хороший, какой-то был у нас
даже в бильярдист был какой-то известный. То есть, ну, есть, конечно, ребята. То есть Но... богаты талантами. Есть, конечно, естественно, школа такая большая, и традиции спортивные здесь богатые. Господи, такие Владимир Яковлевич сколько лет проработал в школе здесь, сколько баскетбольный клуб вел тоже. То же самое плавание у нас здесь клуб. У нас много спортсменов было. Вот. А вот было у вас на уроке такое, что вы принимаете зачет у кого-то там, у девочек, например, и вы видите этот результат и понимаете, что вот этот результат, что он прям, ну, такой прям, что он с потенциалом? Естественно, мы видим вообще потенциальных наших спортсменов, учеников. Сразу видно, сколько мы таких детей на тренировки отправили. Видишь, что ему дано, ему надо идти заниматься, именно видишь, каким видом спорта надо идти. С моего благословения много учеников даже есть, кто стал потом учителем физкультуры, но это в той школе. В этой нет, тренерами стали многие. Вот. Конечно, очень приятно видеть талантливых детей, и видно, что результаты они показывают шикарные. Вот. Но у нас, к сожалению, не такие хорошие условия, как, скажем, на тренировках там, или на соревнованиях, но тем не менее. Вот сегодня, например, в высоту прыгали, девочка взяла 1,25 м, это же хороший результат, 6 класс. Ну, это шикарный результат, видно сразу, что ей дано. Вот. Я вот недавно смотрел фильм «Умница Вилл Хантинг», и он про талантливого математика, который из-за своей судьбы не хочет быть математиком, но вот университетские профессоры заставляют его быть ученым и там улучшать науку. Вот как вы считаете, вот сколько у нас таких вот историй различных, кто занимается фигурным катанием, что их заставляют родители, их заставляют тренера, потому что у них есть талант, но они внутри себя этого не хотят. Вот как вы считаете, что важнее, слушать спортсмена и чем он хочет заниматься, а что нет, или же если видеть реально, что у него есть талант и предрасположенность к рекордам и реально к крутой карьере, то вот заставлять его заниматься этим спортом? Ты знаешь, до поры до времени надо заставлять, потому что у детей в определенный период наступает тот момент, когда им становится тяжело, им становится лениво, они сравнивают себя с другими, почему у них есть свободное время, у меня нету, почему я устаю. Это на характер ребенка. Вот. И если в этот момент родитель может его как бы переломить, заставить, он пойдет дальше. Вот. На моем веку, опять же, сколько было очень талантливых детей, которые могли много добиться, но они бросили. И не очень талантливых, но которые своим трудом добились многого. Вот. Хотя сейчас я думаю о том, что большой спорт – это испорченное здоровье. Нужен ли он вообще? Вот. Поэтому как бы я, например, своих детей и своих внуков отправляла заниматься спортом, чтобы они поддерживали свою физическую форму. Я не за то, чтобы заниматься, на износ совершенно. Вот. Но это зависит, опять же, от интересов самого ребенка, родителей. Какие цели они перед собой ставят. Вот. Посмотреть нынешних наших Селивков взять, и Петрыкину. У них цели поставлены, они их добиваются. Молодцы, умницы. Вот. Каждому свое, как говорится. Но мое мнение такое, что я уже чисто, по-человечески, чтобы, как со здоровьем, потому что, действительно, это очень тяжело, и это влияет на здоровье. Сейчас я удивляюсь даже, что совсем молодые, 5-6 класс, у них у всех болят колени, у них у всех все болит, они ничего не могут уже делать. Я в шоке, футболисты особенно, мальчики-футболисты, у всех больные колени. Как так, 5 класс, и вы уже ничего не можете делать, не занимаетесь, там травма, значит, неправильно тренируют, я считаю. А питание? И питание обязательно должно быть. Восстанавливаться должен уметь спортсмен. Это все от тренера зависит, конечно.
Вот я, например, могу похвастаться. Да, Давайте. конечно же, давайте. Я могу похвастаться. Почему? Лёш, помнишь, когда я у вас пришла физкультуру вести? Ну, это было давно. Ну, Это да. было в 3 классе. Да. В 3 классе. В 3 классе. 7 лет назад. А ты знаешь, почему я взяла, да, именно ваш класс? Почему? Потому что у вас учится такая девочка, училась, как Алина Левкович. А почему она меня так интересует? Потому что это 3-е поколение ее семьи, кого я учила. 3-е О. поколение. Я учила бабушку и дедушку Алины. Я учила ее папу. У папы я была классным руководителем, мой любимый ученик. Мы до сих пор встречаемся. Вау. И вот взяла специально и как бы вот Алину. Ну вот такой есть факт в моей жизни, да. Вот Я это считаю, да. это тоже как-то немножко круто, да. Но говорит о моем зрелом возрасте уже, но тем не менее, как бы. И вот у нас в прошлом году был вечер встречи той 30-й школы, и там был и папа с мамой были. Нет, вернее, дедушка с бабушкой, и папа был, и вот как-то мы общались. Так что вот такой интересный факт у меня есть тоже. Ну, вау, это Да. на самом деле вообще Мгм. удивительно, потому что когда я был учеником, у меня тоже, значит, некоторых одноклассников учили учителя, которые учили нас, и меня все время как ребенка это поражало. Вот это да! А сейчас, когда я сам в роли учителя, я понимаю, что это ведь огромный плюс профессии, вот это вот, по сути, реально наследие учеников, которые ты потом можешь где-то встретить, они где-то выручат, где-то помогут. Вот как Сири рассказывал, что там сумки хотя бы донесут, это уже хорошо. Ой, это отдельная история с выпускниками. Давайте рассказывайте. Потому что вот идешь по улице, ну, там в своих делах, заботах, мыслях, и видишь, к тебе идет кто-то навстречу, и улыбка на все лицо. Думаешь, ну точно, это ученик. Это 100%. Сколько учеников? Ну вот я не буду хвастаться, но у меня всегда были хорошие отношения с учениками. Ну, естественно, не всем ты как бы люб и дорог, но все-таки большинство. И сколько мне помогают мои бывшие ученики. Вот есть и врачи, есть и продавцы, есть, я не знаю, во всех областях. Вот у меня была такая история, опять интересная. Ко мне приехала моя родная сестра из другого города. Я с ней гуляла по городу. И тогда в Ныме жила. Идем, и едет электричка. Ту-ту, и кто-то, машинист машет. Мне сестра, что это такое? Я говорю, да это мой ученик. Дальше мы с ней пошли в город. Заходим в магазин. Здравствуйте, Людмила Осиповна, продавщица. В другой магазин зашли. Здравствуйте, Людмила. Моя эта самая сестра начинает так это немножко ухмыляться. Потом, значит, пошли где-то, ну, перекусить. Официант подходит. Здравствуйте, Людмила Иосифовна. Когда мы уже сели в автобус, и шофер автобуса, мне сестра сказала, больше я с тобой никуда не пойду. Вот. Поэтому выпускников везде очень много. И несмотря на столько лет, прошло, как-то помнят. И обожаю, когда вы совсем не изменились. Вот это я тоже обожаю. Вот, так что вот такие случаи, да, в жизни. Я присоединяюсь, потому что я вас именно вот как помню, я не знаю, с какого класса вообще? Я к вам пришла в 3 классе третьем, тоже. в Ты третьем. был в 3, и ты Да, был да, в 3, да. Вот я как запомнил, так и есть. Да, Ну, конечно, ну да. Я думаю, у каждого есть такой знакомый, у наших зрителей, который там... Ты идешь с ним гулять, и он знает полгорода. И это, конечно же, когда ты вот рядом, то это отвлекает, конечно, от разговора и всего остального. А вот мне интересно, а вот вы все имена помните или уже какие-то имена забылись? Очень многих вспоминаю. Сразу тут чик-чик. Это И какая-то вспоминаю, связь, да? да, Какая-то да, причинно-следственная. Вот, ну, бывают, конечно, некоторые, вот очень хорошо запоминаются, ну, скажем, не хулиганы, а шустрые вот ученики. Вот, кстати, вот обожаю, люблю очень учеников, которые, ну, такие активные очень, вот типа вас, типа вас. Они всегда в памяти остаются. И конечно, естественно, не всех, но очень многих, очень многих. Из той школы, из этой тоже вот вспоминаются. Идет человек, и тебя так раз
сфотографировалось лицо и вспоминается имя, да. Ну, конечно, не всех, но есть, конечно. Вот мне очень. кажется, то, что у каждого учителя ты хулигана, его имя запоминаешь первым среди всего класса. Естественно, идешь на замену, и там сразу, тебя как зовут? Петя. А фамилию, да? Да, и сразу, и до конца все отложилось сразу в памяти. Ну, вот, поэтому да. А у вас было такое, то, что вы приходите в новый класс, и по внешности ребенка думаете, что он, значит, ребенок вашего прошлого поколения учеников? Это у меня было, когда я пришла в эту школу после той. У меня очень много было таких учеников, которые очень напоминали учеников с той школы, чисто внешне. Было, у тебя тоже, наверное, так где-то что-то с чем-то ассоциируется. Ну, я вот братьев и Ну, сестер узнаю мгм. среди Ну, кого учу и кого не учу. очень часто такое было. Это очень интересно. Да. Вот это, и я вот когда первый месяц пришел на эту работу, для меня это было самое классное, что вот это... Или кого-то знакомая фамилия, с кем я учился, например. М. То, что это брат-сестра чья-то, да, с кем я знаком был в школе. Мгм. Это так интересно, потому что это вот то, что говорят, то, что Таллин город маленький, то, что ты со всеми пересекаешься, и вот эти социальные связи, это очень прикольно, это очень Мгм. круто. Потому что это реально как-то объединяет, сближает, помогает найти общий язык. И это очень круто, потому что почему вот этот подкаст, чтобы у кого-то внезапно в рекомендациях высветилось это видео, и увидели, о, это ж Людмила Иосифовна, о, это ж Леонид Гашков, это ж вот мой учитель физкультуры, физики и так далее, кликну, посмотрю, вот что с ними сейчас, да, поэтому вот давайте вот что бы вы спросили у своих учеников, допустим, кто-то из ваших учеников, который сейчас учится, который уже закончил, вот какой-то вопрос универсальный, который вы спрашиваете, когда встречаете кого-то на улице, и задаете своим ученикам вопрос. Вот зададим этот вопрос сейчас зрителям, и кто захочет, в комментариях на него ответит. Я сразу спрашиваю, как дела, как здоровье? Занимаешься ли ты каким-нибудь спортом? Или хотя бы для себя оздоровительным каким-то видом спорта? Я этим всегда интересуюсь. Вот. Как бы вот такой вопрос задаю. Поэтому, уважаемые зрители, подписываемся на канал, ставим лайки и обязательно комментируем и рассказываем, где вы в последний раз встречали Людмилу Иосифовну. И если вы пошли заниматься, то что сподвигло? Вот. Может быть, уроки физкультуры помогли? Или сознание пришло такое? Вот. А вот расскажите, пожалуйста, ведь есть же такой феномен, когда человек сам в спорте чего-то не достиг, там каких-то высоких успехов, и хочет переложить вот эту мечту на своего ребенка. Есть такое. Вот это сразу замечается через родителей. Ну, не знаю, я не могу сказать, я так плотно не общаюсь, но, наверное, вот есть. в вашей практике. Ну, вот есть сейчас, я не буду называть фамилии. Не обязательно. Да, и мама настолько и сына, и дочку прямо толкает. Сама она как бы, не достигла каких-то там больших результатов, но она видит в своих детях будущих чемпионов. Но если дети как бы воспринимают это как должное, почему нет? Вот. Есть у родителей амбиции такие, конечно, к сожалению. Но это не только спорта касается, это может и других областей касаться вполне. Да. Но, там кто-то артистом не стал, певцом, там, я не знаю, ученым. Обычно всегда стараются, чтобы по наследству перешла профессия, да, или интересы твои хобби. Вот, желание поделиться мудростью. Ну да, естественно. А вот расскажите, насколько сильно поменялись уроки физкультуры? Вот вы в начале выпуска упоминали про различные технологии, новый инвентарь. Вот расскажите, пожалуйста, что для вас было таким самым главным ноу-хау? Но дело в том, что это все постепенно происходило. Если вспомнить ту советскую школу, то уроки физкультуры были, это было все четко. Это построение, по росту встали. Это все было как бы, мы даже строевые упражнения делали. Дети все это делали как бы. Форма соблюдалась спортивная, была конкретная форма была единая по стране. Вот. Инвентарь был, конечно, скудненький, чего там говорить. Никогда не было так, что индивидуально каждый ребенок получает мяч там и так далее. Все было по-другому. Но занимались
У нас проходили первенства школы по всем видам спорта, по той же самой спортивной снарядовой гимнастике. У нас турниры школьные проходили, дети. Я проводила секцию по спортивной гимнастике. У меня 40 человек детей были на секции. Я одна тренер. Я не боялась, что кто-то упадет с бревна или с брусьев. Все занимались, все четко было. Вот. Но оно постепенно все становилось, естественно, все в лучшую сторону оно менялось. И что говорить про инвентарь, сравнивать, какой тогда был, какой сейчас. Естественно, это все намного стало лучше и интереснее. И, конечно, сейчас очень много всяких новых. Сейчас смотришь, вот ролики смотришь, с чем только не делают, не проводят занятия там. И фитболы, и это степ-аэробика, и, я не знаю, с гимнастическими палками, и чего только нет. То есть гантелями, и со штангами, и все. Это просто это. То есть было бы желание. Да, было бы желание. Эти всякие виды аэробики. Просто не перечислить все. Было бы, и деньги. Не только было бы желание. Если в те времена дети ходили на тренировки бесплатно, были спортивные школы, каждый мог пойти и заниматься любым видом спорта бесплатно. Сейчас, к сожалению, не все могут себе позволить. Если взять вот эти все виды спорта, у меня внучка занималась художественной гимнастикой, боже, сколько туда надо бухать. Это очень сложно, не всем это по карману, к сожалению. Вот. Да, некоторые виды спорта прям разоряют кошелек родителей. Очень, это очень, да. Родители тянут, некоторые тянут. Я даже слышал мнение о том, что Олимпийские игры – это там, где дети богатых родителей могут показаться, чего они достигли, потому что там очень большой процент людей богатых. К сожалению, да. Потому что взять тот же самое фигурное катание, тот же самый хоккей, теннис, художественная гимнастика. Очень все это сложно и тяжело, конечно, материально. Чему вы научились у новых, более молодых коллег, учителей физкультуры? Ой, они очень много новых систем, новых игр, новых упражнений. Просто вот у нас есть возможность, мы работаем по 2 и по 2 класса в зале, другой раз подглядываешь. Много интересного, это самое. Вот скажем, ту же самую игру «Охотник», которую сейчас вся школа долбает уже сколько лет. Вот. Настя Птицына в школу привнесла. И много всяких других. Игры, упражнения какие-то новые, какие-то системы занятий. Там, если взять... Они все тренеры. Есть у нас тренер по баскетболу. Мои коллеги, они же все тренеры. Да. Футболисты, волейболисты, баскетболисты, гимнастка вот теперь у нас. И они все приходят со своим чем-то интересным. У них есть много чему можно поучиться, поэтому вот это здорово, что мы имеем возможность. Другие учителя не имеют возможность ходить на уроки своих коллег, а мы можем подглядывать и что-то перенимать. Это очень здорово. А вот есть ли какие-то такие прям очень горячие темы обсуждений в рамках уроков физкультуры и какие-то противоречивые мнения? Потому что как с любым упражнением, например, делай так, делай сяк, а вот эта техника лучше, а тут эта мышца не качается, а так вообще не Нет, мы не спорим, да. Это же азы, основы, мы понимаем прекрасно, что для чего и что какую мышцу развивать, что можно делать, что нельзя. Например, я более добрый в смысле нагрузки. Я Анастасии, своей коллеге, сказала, говорю, вот тебя видно сразу, ты тренер. Ты будешь гонять детей, больше им нагрузку давать. Я не тренер, я учитель. Мне жалко становится. То есть это главное отличие. Например, она может погнать их побольше, там, например, дистанцию. Я говорю, ой, нет, это, наверное, много, им надо, наверное, чуть-чуть меньше дать. Вот где-то. Я поэтому и в тренеры не пошла, потому что я имела возможность. Я же окончила институт, могла и тренером быть, и методистом по лечебной гимнастике, и учителем физкультуры. Я пошла учителем, потому что тренер должен быть требовательный, он должен быть строгий, он должен от детей уметь получить результат. А теперь особенно, если опять сравнивать ту давнюю школу и сейчас, что происходит на уроках физкультуры. Раньше
Да, были нормативы, мы конкретно требовали, мы гоняли, мы заставляли. А сейчас думаешь, боже мой, нет, ну, правда, 2 шага пробежал, 3. То есть индивидуальное Ну, оценивание. Ну да, ну, ой, ну он этого не может, как от него это требовать? Ну, а с другой стороны думаешь, ну, ты так по жизни, ребенок, пойдешь. Ты ничего не добьешься в своей жизни, если ты не умеешь на физкультуре трудиться. Вот в этом я тоже очень глубоко убеждена, что физкультура, она развивает именно вот эти качества, умение трудиться, умение заставить себя работать. К сожалению, наша жизнь такая, она без труда абсолютно никуда. Ты ничего не добьешься в жизни. Но сейчас часто у девчонок говорю, девочкам говорю, ну вот что ты ленишься? Я говорю, как ты по жизни пойдешь? Я выйду замуж за богатого. Я говорю, ага, это знакомая история. У нас все выходят замуж за богатого и ничего не делают. Вот. Но чтобы получить хорошую профессию, чтобы пробиться в этой жизни, ты должен уметь трудиться. Физкультура учит именно этому. Если ты ленишься на физкультуре, то ты и по всем остальным видам будешь лениться. Но я в этом глубоко убеждена. А вот у вас есть какой-то личный опыт, который показывает, что отличники по физкультуре, они в жизни больше преуспевают, и наоборот? Нет, абсолютно это не показатель отличник по физкультуре. Абсолютно. Но это из той серии, что у тебя есть хорошие данные, ты тут вылезаешь за счет этого, у тебя есть способности спортивные. Вот. А есть ребят, которые слабые физически, они приходят на урок, они трудятся. Тут видно сразу, он трудится. И за то, что ты трудишься, ты не показал там рекорд мира на уроке физкультуры, но ты работаешь, получи 5 за это. Вот. А есть, которые, пришел, там он просочковал, прогулял, пришел, сдал все на 5. Так играючи по жизни пойдет тоже, как бы. Поэтому это не показатель абсолютно. Может быть, у вас тоже какие-то интересные факты, которыми вы хотите поделиться? Нет, в моей жизни на самом деле был очень такой, трагический случай. Это в той школе случилось. Я пережила пожар школы. Ого. Вот, и это правда было. Вот когда ты еще более молодой, ты задаешься вопросом, а как я сумею себя вести в таких оптимальных ситуациях, когда что-то случается, сумеешь ли ты себя достойно вести или нет. Вот в моей жизни случился пожар. Это было в 90-м году, в той 30-й школе. Вот. Школа училась в 2 смены. И во второй смене учился как раз мой сын. Он в 5 классе был. Он был в школе в это время. И я пришла какие-то дела поделать, и потом вместе мы с ним уходили домой. Вторая смена достаточно поздно заканчивалась. Вот. И я прихожу в школу, иду по этажу, а у нас было 2 входа и выхода со школы. Вот. Я зашла со старого входа, и был еще новый вход в школу. Иду по коридору и чувствую запах какой-то непонятный. Захожу, у нас 2 зала было спортивных, захожу в старый зал, и там с вентиляционных этих люков дым валит туда. А там урок шел еще физкультуры, коллега моя проводила. Вот. Она говорит, что происходит? Я говорю, сейчас узнаю. Я побежала, хотела подняться по лестнице на 2 этаж. Уже невозможно было, потому что все было в дыму. И не было сигнализации? А тогда не было никаких сигнализаций. Тогда не было охраны на входе. Заходи, кто хочешь, и делай, что хочешь. Вот. И оба входа были открыты в школу. Вот. И я тогда побежала по 1 этажу на старый вход, на старую лестницу и стала выводить детей со школы. Поскольку это 2 смена была, был зауч еще начальных классов в школе, мужчина, а остальные все проводили учителя уроки. И мы стали с ним бегать по классам, и надо было быстренько вывести народ. И мы поняли, что горит актовый зал. Вот. Мы стали выводить детей.
могли выводить только со старого выхода, поскольку новый уже там все было в дыму жутко. Я тогда поняла, что не огонь страшно, страшен именно этот дым. Вот. И мы вроде с первого этажа вывели, со второго. И думаем, а третий этаж, может быть, уже учителя сами догадались. Мы побежали на третий этаж, а там спокойно проводят уроки. До них еще вот в новой части здания там все было в дыму, а в старой еще не все. И мы, значит, быстренько в класс залетаем, быстро эвакуируемся, пожар. А они так все смотрят. А вещи? Оставляем вещи, бежим скорее со школы. И мы уже их выводили, было так дымно, мы боялись, что мы кого-то потеряем. Вот. И мы как бы всех вывели. И потом мы стали думать о том, что а вдруг мы в дыму кого-то из детей потеряли. Вспомнили, что где-то были противогазы. Пошли искать противогазы. Вот. Но к тому времени уже приехали пожарные. И пожарные все просмотрели. А я, когда вышла уже, села, это все было на нервах, на улицу села и стала думать, а где же мой сын? Вывели ли их класс? Стала бегать искать. И увидела учительницу, которая подбежала к ней. Она говорит, не волнуйся, всех вывела, все в порядке. Вот. Короче, вот такой пожар был. Действительно горел актовый зал. Как потом оказалось, они замяли это дело, сказали, плохая проводка старая. Хотя было 3 очага было возгорания возле сцены с 2 сторон. А так как в актовом зале были шторы, большие такие, и они сразу воспламенились. Вот. В общем, актовый зал весь выгорел, вся школа была в копоти. Смешной момент был, там даже были журналы, были бумажные. Вот. И, естественно, по району разошлась весть, что пожар был в школе. И все стали скапливаться под окнами. И первый вопрос – а учительская сгорела? Журналы все сгорели? Дети, значит, такие интересовались. Мы, конечно, посмеялись. Нет, журналы в порядке, не переживайте. В этом смысле. Потом мы 2 дня отмывали всей школы и отмывали вот всю эту копоть. Так что вот это был такой интересный... Это еще и проветривать надо. Ой, а как мы все провоняли сами. Я заходила в автобус, у меня одежда воняла. Люди начинали нюхать, что горит. Вот. Так что вот такой случай в моей практике был. В общем-то, он тоже остался в памяти. И дети все помнят этот случай. А я вот не могу не задать такой вопрос. А вот в моменте, когда вы эвакуировали другие классы, там на 2-м, на 3-м этаже, вот вы... вспоминали о том, что у вас сейчас ребенок учится на 1-м этаже? Вот когда я их эвакуировала, я об этом не думала. Вот когда я уже вышла со школы, села там на скамеечку, и тогда вдруг меня стукнуло, что я же выводила с 3-го этажа со старой части школы, а он учился на 3-м этаже новой части, а там все было в дыму. Но там учителя успели, они почувствовали запах, они успели вывести детей. Вот. Это было очень... Я заплакала. Так было. Конечно, это, да, на нервах это было все очень. Вот. Так что... Им просто вот 30-я школа, как она сейчас называется? А ее сейчас нет. Почему? Почему я перешла сюда работать? Ее закрыли в 2007 году, так как район был эстонский, и так как после 90-х там у нас учились дети военных очень много. Военные городки тоже? Да, в Неме, Пяскула, Ярве, там же военные городки были, очень много училось детей военных. И после событий 90-х они все уехали, школа обмельчала. И у нас последний год у нас училось 150 детей, к сожалению. Район шикарный был, место замечательное, и школа была хорошая. Вот, и поэтому... А так бы вы бы и остались в этой школе работать? Естественно, это был шок, конечно, когда оно закрылось все, и поэтому... Потом год у меня был промежуток, я думала, что я больше в школу не пойду работать. Думаю, после 30-ки тяжело было.
Но тут мне предложили. Александр Хак. Нет, мне как бы предложила одна знакомая, знала, что сюда нужен был учитель физкультуры. При нем, да, при Хаке я пришла сюда работать. Вот, ну, меня взяли. Но хочу сказать, очень тяжело было. Первые годы здесь работать мне было очень тяжело. То есть это вот получается вот как вторая любовь после первой настоящей. Да, дело в том, что я человек с таким опытом, уже большим стажем, и я начала с нуля здесь работать. Просто с нуля. Новые учителя, новые ученики. Это ведь, получается, тоже капитал, по сути, потерять весь. Абсолютно. Это было очень тяжело. Я первые 2 года я глаз не поднимала, когда ходила здесь. Мне было очень тяжело. Но потом так все наладилось. Вот давайте, наверное, на более такую позитивную ноту. Это, конечно же, просто потрясающая история, потому что, как понимаю, все закончилось хорошо, никто не пострадал. С пожаром нет, никто не пострадал, да, все закончилось хорошо. Всех детей вывели. Дети были очень рады, что они 2-3 дня не учились после пожара. Вот. Естественно, актовый зал восстанавливался достаточно долго. И у нас как раз в 90-м году был юбилей школы, но мы его на год отодвинули, не могли праздновать из-за этого. А вот у нас, когда учебные тревоги, у нас же постоянно школьники по лестнице Да. спускаются, хи-хи, ха-ха, горим, смешно. Да. Как ученики реагировали, когда реально вот такая экстремальная ситуация? Молодцы. Серьезно. Абсолютно. Всех вывели, никто не паниковал. То есть все успели сделать вовремя, очень грамотно все было. Вот. Я говорю, единственное, что вот этот последний класс, который мы заучим выводили, и буквально на руках несли детей, потому что было очень дымно. Было. Хочу сказать, что я даже руками разбивала окна, чтобы немножко этот дым выходил, что вообще дышать уже нечем было. Вот. Ну, слава богу, все хорошо закончилось. Ну, теперь вспоминаем так, находим и смешные моменты. Там всякое бывало. Ну, естественно, потом на ночь оставались сторожить школу до утра, чтобы никто не влез и так далее. Вот, так что, И давайте, вот это да, конечно. Я даже не знал, что было такое. Вот представляете, чем больше, век живи, век учись. вот такое случается. Давайте тогда перейдем к блицу, к нашему традиционному блицу. Значит, Лёша. Ваш любимый фильм? Я не могу сказать, да, что есть конкретно любимые, но, конечно, обратимся к советским фильмам, тем, которые, я считаю, что больше таких нету. Все эти комедии, и «Бриллиантовая рука», и «Джентльмены удачи». Там можно это по цитатам каждый фильм разобрать. Там, я даже... Мне так грустно, другой раз шутишь с учениками, а они не знают, откуда это. Там был в гипсе, рука была у ребенка. Я говорю, береги руку, Сеня. Он так на меня смотрит. Ну, это с бриллиантовой руки. Ну, много моментов. «Любовь и голуби», скажем, там «Белый бим, черный ухо». Давайте вот сейчас устроим проверку на возраст, вашу любимую цитату, а нам в комментариях напишут, что это за фильм. Это будет такая проверка на возраст. Ой, это самое... Сейчас скажу. Сейчас сюда собака с милицией приедут. Так, я не знаю. Лёша, я думаю, ты тоже нет. Именно собака с милицией приедут. Так, пожалуйста, дайте знать в комментариях. Вот мы с Лёшей что-то вообще плохо про кино, а вот про классику что-то советскую не вспомним. Хорошо, значит, ваши, может быть, сериалы какие-то? Ой, обожаю детективы. Я смотрю с удовольствием. То есть там нет никакой политики. Иногда там что-то проскальзывает. Очень люблю какой-то сюжет и докопаться, кто же там преступник. В стиле Агаты Кристи? Всякие. Вот я и Морозова, и Щейка, и там, я не знаю, куча всяких этих сериалов. С удовольствием смотрю от начала до конца. Там, конечно, завязки на эти личные взаимоотношения. Смотрю с удовольствием именно детективы всякие. А книги? Книги, стыдно сказать, давно не читала. Вот. Конечно, раньше все читалось, много всего. До появления интернета? Да.
Там всякие и Оводы, и Джейн Эйры, и Артура Хейли, отель, аэропорт, там, ну, всяко было. Вот. Раньше, я удивляюсь, раньше было время читать. Как мы все успевали, я вот до сих пор понять не могу. Раньше не было таких стиральных машин, не было посудомойки, не было... Мы успевали все, в театры ходить, книги читать, дома был порядок, работать, детей воспитать, все. Сейчас ничего не успеваем. И, к сожалению, вот книги. Ну, скажем, в отпуск летишь, берешь с собой какой-нибудь детективчик, а так грустно, конечно, но нет. И, наверное, давайте вот вы про отпуск сказали. Наверное, вот 3 лучших места, куда вы ездили в отпуск. Обожаю Хорватию. Вот это любовь тоже. Вот это совершенно неповторимое впечатление там. Ну, Я был в Дубровнике, господи, какое красивое скалистое да, море, вот да. это все. Ну, я была сначала в Сплите, потом в Дубровнике. Вот, то есть там все эти парки и все это бесподобно. Вот. Венгрия, Будапешт очень хорош тоже. С удовольствием. Все это замечательно. Вот. Ну, а почему не Литва? Ого. Да, тоже очень, очень-очень. Вот. Ну, Очень такой широкий Да. шорт-лист у нас получился, Да. разношерстный. И давайте, мне вот понравилось спрашивать у наших гостей, вот чего мы в конце выпуска пожелаем нашим зрителям. Вот чего мы пожелаем? я пожелаю нашим зрителям здоровья. И помните, что здоровье – это дело ваших рук. Занимайтесь физической культурой, оздоровительной, не спортом, физической культурой. Кстати, по поводу вот сейчас ликумис петус, мне очень нравится именно физическая культура. Человек должен быть культурен не только в каких-то других, и физически должен быть культурен. Поэтому вот занимайтесь физической культурой, будьте здоровы, и здоровье самое главное. Остальное все купите. А учитель, когда вас называют физруками, это обижает учителей физкультуры? Ну, так не должно быть. Какие же мы физруки? Мы не руководители физкультурные. Мы такие же учителя. Мне лично не нравится, когда физрук. Ну, это откуда-то оттуда выражение. Хорошо. Вот. Так что ликумис ПТ. Да. А, кстати, вот как время по поводу... По-эстонски оно звучит ликумис ПТ. А по-русски как ты скажешь? Учитель движения? Это смешно. Поэтому Да. вот так вот. Ну и на такой прекрасной ноте действительно желаем вам всем здоровья. И напоминаю, что мы встречаемся по понедельникам. С утра выходят выпуски. Желаем здоровья. И сегодня у нас в гостях была ученица физкультуры Людмила Иосифовна. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что позвали. Поделились такими историями. Кто бы знал, да? Вот. Но всегда можно чему-то удивиться. И, знаете, ко мне подходят, значит, и уборщицы, и другие работники школы. Говорят, какие у нас классные, интересные Вот, к учителя. слову говоря, да. Я тоже посмотрела. Так интересно было узнать про некоторых учителей. Так что молодцы, вы хорошее дело делаете. Спасибо вам. Надеюсь, что смогли за эти час с небольшим познакомить вас лучше с Людмилой Иосифовной. А на этом мы с вами прощаемся до следующего понедельника. Всего хорошего. Всем пока. До свидания.